Так, начнем нашу вторую часть. Вторая часть заключается в том, что мы попытаемся понять психологию, психология трейдера для того, чтобы нормально можно было торговать, не было страшно. Начнем. Риск-менеджмент. Риск-менеджмент — это у нас расчет того, чем вы готовы рисковать. Так, ну, по плечам это форексники в основном. Да. По поводу плеч. В каждом форекс-брокере присутствуют плечи. Это плечи от 1 к 10 и до бесконечности. Там, максимально, по-моему, я что видел, это 1 к 9999. Вот. Что я хочу сказать про плечи. Плечи, чем больше плечо, тем как бы опаснее торговать. Почему? Почему плечо? Вообще называют кредитное плечо. То есть в Форексе обычно дают плечи, чтобы, если у вас даже маленький депозит, вам давали в кредит именно сумму, чтобы вы могли как бы открыть больше лотностью и заработать на этом. Но чем больше плечо, тем больше кредит, но и тем больше у вас заберут. То есть вы должны будете отдать. То есть, грубо говоря, брокер предоставляет вам кредит для того, чтобы у вас была возможность зайти в сделку, для того, чтобы совершить эту сделку. Но он оставляет за собой право порезать эти плечи, тем самым оставив вас без своего депозита. В секунду. Просто в секунду. Да. Вот. Ну, понятно, торговля с плечами, заработок выше, но и убытки выше. Дает вам займ, и значит, что в любой момент он может порезать их. Дальше. Стопы. Каждый трейдер, когда заходит, он должен поставить стоп. Обязан. Да, по одной простой причине, потому что торговля без стопов — это всегда слив депозита. Потому что ты не знаешь, куда цена в этот момент может пойти. Может какая-нибудь новость выйти, резко пойдем наверх, и все, как бы опять-таки же прощай депозит. Вот это у нас как бы определение и правила такие. Всегда выставлять стопы. Далее. Стопы сносят у тех, кто их выставляет неправильно. Неправильно выставленные стопы, обычно они выставляются на круглых уровнях, там, да? Либо, вот как определяли уже, минимум и максимум, да? То, что мы оговорили, то, что мы выставляем стопы за максимум. А кто-то ставит чуть ниже максимума, у него сносит его стоп, как бы, и все. И дальше сделка идет в его сторону, как бы он мог бы заработать, но из-за того, что он неправильно поставил стоп, у него снеслись, как бы, и он в убытке. Присутствие стопов даст нам понимание рынка. Почему? Сейчас объясню немножко. Каждый трейдер, когда заходит в какую-то сделку свою, да, он в нее влюбляется. Он влюбляется в эту позицию. Он начинает верить свято то, что рынок все идет там только наверх, либо идет только вниз, и все, и прям вот дрожит, все, по-любому сейчас заработаю миллиард. Вот. И когда его выбивает по стопу, он начинает задумываться. Может, я неправильно проанализировал рынок, может, я в чем-то был неправ. Берет 15-минутный там перерыв, смотрит на график и такой: ага, все-таки я был неправ, стоп был прав, значит, надо по-другому заходить в сделку. Вот. Ну и, естественно, как уже оговаривалось ранее, выставлять стопы рекомендуется за уровни минимума и максимума, в зависимости от того, в какой вы находитесь в сделке. Ну, то есть, если лонг, то, естественно, под минимум ставим, если шорт, то под максимум ставим. Так, здесь пока все понятно? Ага, поехали дальше. Рынок и композит-мен. Композит-мен, он же профессионал и кукловод. Это те люди, которые управляют рынком. Крупные игроки. Крупные игроки, то есть. То есть они вливают огромное количество денег и могут рынок куда хотят, туда и вертят, грубо говоря. Композит-мен есть на любом рынке, это понятное дело. Все композит-мены знают, где стоят стопы толпы. Поэтому каждый из наших трейдеров старается вылезти из как раз-таки вот этой толпы и присоединиться вот к нему, чтобы заработать деньги. Каким это образом происходит? Определяется, допустим, какой-то стоп по объему. То есть если мы видим то, что на графике у нас объемы очень-очень сильно выросли, значит, присоединился крупный игрок. И значит, мы должны работать вместе с ним и заходить именно там. Большая часть толпы, они начинают присоединяться, когда уже движение пошло, когда уже все, там рынок ушел наверх, и они такие: блин, ну надо же присоединиться, надо быстрее вместе с ними, и залетают.
А в этот момент просто берет вот он и переворачивается. Все остальные остаются в убытке. Так скажем, зарабатывает на этом. Да. Движение на рынке закономерно. Но, как уже Альберт говорил, то, что все повторяется. Рынок, он всегда повторяется, график всегда тоже повторяется. Это все зависит от того, что насколько ты знаешь, что было в прошлом. Ты всегда должен смотреть и наблюдать, что было слева на графике. То есть возвращаться назад, еще назад и анализировать, проходить, смотреть, что делали на определенных уровнях, на тех, которые сейчас, вот, допустим, цена. И повторяются одни и те же движения. Дальше. Рынок ходит от уровня к уровню. Это тоже все понятно. Ходит от минимума к максимуму, от объемов к объемам. То есть если на минимум были какие-то там большие объемы, значит, очень много продавали, точнее, покупали, то значит, он в скором времени туда обратно вернется. В любом случае. То же самое относится и к максимуму. Движение идет против позиции толпы. Ну, тут я уже, по-моему, объяснил, да? Чтобы все проигрывали, а композитман выигрывал. Вопрос есть? Да. Как вы определяете, где толпа, а где композитмен? А я это уже говорил, мы смотрим на объемы. То есть на графиках есть объемы, они всегда есть. Ну, внизу присутствуют объемы. Допустим, немного это... непонятно просто. А? Немного непонятно. Можно показать? Сейчас покажу. Спасибо. Секунду. Так, вот. Всем видно? Вот это объемы. Это то количество, что продавалось либо покупалось. И здесь вот, допустим, мы видим большие объемы. Там участвовал профессионал. Он просто продавал. Объемы падают. Это значит, участники уже толпа. Значит, нам нужно будет присоединиться к композитмену. Там, где были объемы. Так как рынок повторяется всегда, он в любом случае будет тестировать этот уровень. И вот на этом тесте мы заходим и идем уже вместе с профессионалом. Еще? Нет пока что? Продолжим. Так, поехали дальше. Основные ошибки. Основные ошибки происходят так же, как и у игрока в покер. Это тильт. То есть он входит, начинает пересиживать убытки. Он знает то, что как бы цена пошла против него, он начинает передвигать стоп-лосс, начинает либо убирает его, пересиживает, думая, как бы веря свято в свою мечту, то, что он заработает на этой сделке. Но тут есть такая вещь, то, что рынок, он движется сам по себе, и мы не можем влиять на него, если мы не крупный игрок. Вот. И самая главная ошибка — это пересиживание, то есть своих убытков, то есть постоянно передвигаем там стоп-лосс, либо убираем его, либо еще что-то. Мы можем просто потерять весь депозит при одном резком движении. И это самая главная ошибка, которую нельзя допускать. То есть не пересиживать. Если рынок пошел против тебя, отдай именно ту часть и поблагодари его. Дальше отсутствие стопов. То есть если вы не ставите стопы, то вы рискуете вообще абсолютно всем депозитом за секунду проиграть его. Просто. Вот. Попытка догнать рынок. Никогда, когда идет рейндж — это сильное движение, как на новостях это происходит, никогда не входить в сделку. Лучше посидеть, посмотреть, пока рынок остынет, чуть-чуть утихомириться, движения будут уже проходить более плавно. Уже тогда понимание рынка будет более лучшим. Не стоит заходить, догонять рынок, потому что рынок как пошел вверх быстро, так и пойдет резко вниз. И тогда опять-таки депозит просто отлетает. И можно приносить новые деньги. Попытка отыграть большой профит контртрендом. Да? Это если вы как бы вот здесь чуть-чуть так. Смотри, я объясню, ладно. Попытка отыграть большой профит контртрендом. По одной простой причине. Началось, допустим, движение, как вот было там вчера. По РТС. Резко пошли вверх, ну, из-за выходных дней, да? И многие трейдеры начали входить в шорт, то есть начали продавать. Тем самым думая то, что, блин, да мы заработаем по-любому, раз он до сюда дошел, значит все уже, как бы он дальше не пойдет. А вот тут он не прав. Он начинает идти именно дальше. Тут я вмешаюсь. И тут каждый раз вот этого трейдера, который опять-таки же пытается войти в сделку, пытается продать на каждом там уровне, да, со своим каком-то определенном, он проигрывает свой стоп, и опять-таки же он сидит в убытках. И это начинается уже тильт. Да. Скажем, вот. Эмоциональный трейдинг. Что хочу здесь сказать.
Никогда нельзя торговать, если у вас с утра произошел, например, какой-то срыв, либо у вас плохое настроение, либо вечером вам кто-то испортил настроение, либо во время торговли вам кто-то испортил настроение, либо вы болеете, либо еще что-то. Никогда нельзя торговать. Почему? Потому что на эмоциональном уровне это просто сбивает толку. Потому что когда вы начинаете анализировать рынок, в первую очередь в голове у вас возникает та мысль, то что вот сегодня Какой-то негатив. да, поругался с женой, или там мне там наступили на ногу, или там меня обрызгала машина, вот он там плохой человек или еще что-то. Никогда. Потому что мысли опережают, то есть твой именно алгоритм действий на рынке. Если это есть, то лучше, не знаю, передохнуть, посмотреть какое-нибудь эмоциональное видео, которое тебя уже взбудоражит, и у тебя появится настроение, и ты будешь более такой воодушевленный именно торговать. Азарт трейдера. Есть ряд трейдеров, которые начинают азартничать, то есть постоянно они думают, ага, вот 2 сделки выиграл, там 3-я по-любому, ага, 3-ю выиграл, 4-ю по-любому, ага, 4-ю выиграл, 5-я по-любому, 5-я, бах, депозит 0. Вот. Никогда нельзя. Если ты взял свою прибыль, которую ты сделал, ну, то есть вот ты поставил цель на день, там, определенный процент, ты взял его, все, успокойся, отдохни. Завтра есть день другой. Рынок всегда будет работать, то есть кроме выходных. Работай. Но Нет, никогда не азартничай. При том, при всем, вот он начинал там заходить в сделку, первую сделку вошел там с одним контрактом. Ага, заработал, клево. Вторую сделку вошел там еще с одним контрактом, да? А потом на 5-ю сделку он такой, да блин, мне фартит, надо, короче, на всю котлету. На всю котлету заходит и все, и прощай. Вот и Вот. все. Какую дневную задачу вы ставите для себя, торгуя в компании, ну, с деньгами клиентов? У каждого, смотрите, у каждого свои задачи. У меня, допустим, цель в день брать доллар по нефти. А есть как-то в рублях? Процентов 5%. И так работает каждый трейдер. То есть его цель заработать 5% в день. То есть если вы зарабатываете 5% в день, то вы не уходите с рынка, то есть вы задачу выполнили. Да, все, как бы мы закрываем. Ну, я, допустим, вот для себя определил, я беру там процент, да, свой, который мне надо. Я беру листочек формата А4, пишу стоп-трейд и вешаю его на монитор. А я отключаю Компьютер. интернет. Просто отключаю интернет. То есть- Я не мог совершить сделку. То есть у каждого свои, понимаете? И это все приходит со временем, потому что когда ты начинаешь только торговать, тебя именно захватывает азарт. Тебе охота еще в сделку войти, еще в сделку войти. А вот после того, как ты пару депозитов своих сольешь, ты уже начинаешь думать, блин, я где-то не прав, короче. Эдвард, вы из своего опыта говорите? Да, я из своего опыта говорю. Я начинал... Абсолютно Я, так же. я могу сказать вам вот одну истину. Любой трейдер, который вам скажет то, что «Не, я никогда не сливал депозит», он врет. Потому что каждый трейдер сливал депозит поначалу, потому что он в чем-то не разобрался до конца, что-то изучил не до конца. Либо его охватил этот азарт, либо эмоциональный трейдинг. И он в любом случае, хоть один депозит небольшой, но сливал. А если я правильно понимаю, бывают же дни, когда у вас 5% не получается? Бывают дни, но как бы это дни, не зависящие от нас. То есть у нас есть план, у каждого трейдера есть план брать 5%. Рынок иногда, он не совсем готов отдать эти 5%. Понимаете? Но единственное правило, которое у нас есть, это всегда мы закрываем день. Если не идет, то хотя бы в ноль. То есть я правильно, если вас понимаю, то ваша торговля, она безубыточная. Да, совершенно верно. То есть у каждого трейдера есть правило. Во-первых, выставить стоп. У нас это написано, это было на предыдущем слайде. Вот. Самое главное правило для нас выставить стоп. Дальше, после того, как цена ушла хотя бы на чуть-чуть от нашей сделки в плюс, мы сразу ставим без убыток. Если второй, к стопу подходит. Опять-таки же на это тоже есть правило. Если, допустим, день трейдера не задался, и вот его первый раз выбило из сделки, он еще раз, он 15, 30, нет, не путайте азарт, и аналик, нет, опять-таки же, я же произносил, если выбило из стопа, то значит надо проанализировать еще раз график. Иди отдыхай полчаса, проанализируй, где ты ошибся, почему твой стоп выбило. После этого анализа он заходит еще в одну сделку. Если опять-таки же у него опять минус, стоп, он уходит домой. Он перестает торговать. Но у нас на
В нашей памяти такого еще не было, чтобы 2 раза сразу выбивало. Альберт, а каким количеством депозита, ну, от общего процентом вы торгуете? Я всегда торгую по-разному. Почему? Потому что если я вижу то, что движение цены хорошее, предположительно хорошее, я захожу большим объемом. На Форексе это, ну, не знаю, там, ну, нельзя сказать, какими лотами. У меня плечи средние, то есть, да, у меня есть плечи 1.500, есть и чуть поменьше. Вот. 1.500 я обычно, если знаю то, что вот именно в данный момент будет движение резкое и примерно на небольшое количество, 100%, то есть показывает мне паттерн, да, которые уже как бы непосредственно были отработаны. Да, я захожу большой как бы лотностью, это 10-м лотом. Никогда там, у меня 100-х лотов никогда не бывает. Почему? Потому что это очень рисково. Вот. Максимальное, что я захожу, это 10-м лотом. А так я торгую средними лотами, которые мне дают тот процент, который я как бы зарабатываю в день. Вот. Да? Если движение цены 100 пунктов, например, по золоту, я 100% Ну, смотрите, знаю, по процентам могу это уже сказать, 1000 долларов. Извини, Альберт, перебью. Именно конкретно был вопрос по процентам. Сколько процентов от общего депозита входит в сделку? От общего... Нет, я не 30% заходит в сделку на интрадей. 30% уходит в позиционную торговлю. 40% это запас. Для того, чтобы нас не отмаржинголило, Вот здесь, и для того, чтобы мы... недопонял. То есть, если я правильно понимаю, 30% это так называемый средний Позиционный срок. средний срок, Средний 30% срок. на интрадей уходит. И А мы вот- берем определенный процент, это хватает для того, чтобы выплачивать инвесторам и для того, чтобы компания зарабатывала. А вот И сам трейдер. средний срок, ну, в процентном, не по вашей терминологии, а вот как для клиента, средний срок сколько процентов может дать? Ну, там, Это всегда по-разному, он не от нас зависит. Мы знаем то, что вот, допустим, мы зашли на минимуме по дневному графику, да? И мы сидим в этой сделке. Мы не можем сказать точно, сколько он долларов, там, либо пунктов наверх пойдет. ну, 10%, 15, 20. То есть, тут невозможно Я сказать. точную сумму вам сказать не могу, потому что, опять-таки же, бывают форс-мажоры, как вот в эти выходные, да? И, допустим, нас может выбить там, и мы только часть заберем. спасибо. Далее, как бы продолжу, да? То есть там всем... Нет, может, еще вопросы какие-то есть? Нет? Ну, поехали дальше. Последнее я там не дорассказал. Вот. Непринятие убытка и попытка отбиться. Это самое, как бы у всех, наверное, вы пробовали, было у вас такое, да? Это самое. Постоянно. Но это как бы, ну, с опытом приходит, да, не спорю. Если вы как бы получили убыток, не надо как бы этот говорить, нет, вы что, я там был прав, я по-любому прав, там рынок идет в ту сторону. То есть не принимать убыток и начинать входить в азарт. И постоянно увеличивая. Если Возвращаясь лучше- к 6-му пункту и к 5-му. То есть уже начинается эмоциональная торговля и азартная. Там не, Да, там хуже начинается. Там уже начинается именно покерфейс. Вот. Но всегда надо, если вы получили убыток, поблагодарите рынок, то что он хоть чуть-чуть у вас забрал, а не забрал весь депозит. Потому что рынок мог просто забрать весь депозит, а он забрал часть. То есть обязательно надо поблагодарить и уйти отдохнуть. Либо просто закрыть терминал и пойти. То есть завтра есть другой день. Завтра будет день, будет пища. Дальше. Ну, составление плана на день, это понятно, наверное, для всех. То есть какой бы человек ни был, у него в любом случае есть план на день. Что он будет сегодня делать. Также и для трейдера. То есть отмечаем уровни, на которых мы будем совершать сделки, где мы будем заходить. Вот второй пункт очень интересный. Когда вы вошли в сделку, очень часто вы начинаете видеть рынок сквозь розовые очки. Ну вот это как раз-таки то, что вот я недавно объяснял. То, что вы начинаете влюбляться в свою позицию, как бы и думаете, то, что все это по-любому это так. Но это неправильно, на самом деле с этим надо работать в плане психологии. То, как идет движение рынка, может заставить вас изменить свою тактику. И в этом нет ничего плохого. Это как раз-таки вот объясняет то, что вот стоп, если получил, то, что вы спрашивали, стоп трейдер получил, и он начинает думать, то, что он все-таки не прав был. Может, все-таки надо посмотреть на график, и график прав, а не трейдер прав. Не надо торговать свои ожидания. Если бы ДК бы это как бы это одно, а здесь торгуются факты, торгуется график. Да, Момент. есть план, Момент. безусловно, есть план на каждый день. То есть на каждый трейд есть план. Но если рынок, допустим, показывает то, что вот объемы упали на продажу,
уменьшились продажи, там бары идут мелкие, то значит продаж здесь нет. Что это значит уже покупки. И поэтому трейдер как бы изменяет свое решение в плане того, что он будет торговать не в шорт, а в лонг. Вот и все, в принципе. И еще одно дополнение к тому, что вот про два стопа, да, у нас в основном трейдеры, как открывается рынок, берут небольшой профит для того, чтобы, если что, стоп получить. Так скажем, инвестиционная подушечка такая, Да. чтобы была. Чтобы Чтобы если что? как раз таки стоп он Ноль. получил, то хотя бы в 0 день закрылся. Вот. Ну, на московской бирже На это московской обычно бирже это гэп, на отработка московской гэпа. бирже это на гэпах происходит как раз таки, да, они берут именно вот этот гэп, там небольшой процент, да, ну, с скальперским методом. Вот, и все. Свои фишечки. У меня, допустим, на Чикагской бирже это происходит во время азиатской сессии, потому что азиатская сессия, она такая тихая, там мало торгуют, и можно как бы это наработать себе на день, чтобы страховка была. Так, здесь вопросов нет? Все, поехали. Дальше. Подожди, вопрос. Ага. Все-таки вот момент такой, да, все понятно. Но дело в том, что как и я сталкивался, так и на обучении всегда говорилось об этом. И опыт всех людей показывает, ну, вот одни и те же закономерности. Если человек работает там $1000, там, это вот для него вот, ну, нормальная, комфортная сумма. Когда, например, он начинает работать 2-3, то есть к ней вынужден привыкать. И, ну, предположим, если вот я лично понимаю то, что вот у меня, например, 1000, да, вот я к ней привык, я нормально, то есть, ну, на ней делаю там, да, в неделю там какую-то сумму определенную, и потом опять вот, ну, возвращаюсь, да, вот именно к 1000 снимая. Если, например, 10 000, это как бы по-другому уже получается, то есть, ну, как эмоционально, ну, сложно, я о психологии говорю. То есть это психология трейдинга. Я вас понимаю, это я вас реальная понимаю. штука. Это не Просто у совсем меня- психология трейдинга. Ладно, смотрите, вот у меня вопрос в следующем заключается. То есть вот каким образом, то есть когда вашим трейдерам, там, вам, ну, у вас, я так понимаю, таких проблем нет. То есть вы так удивленно смотрите. Я Ну понял. да. Но Я понял вас. люди это все-таки психология. То есть мы не роботы. То есть мы все равно там, ну, как бы анализируем, можем допускать какие-то ошибки. И, например, когда сегодня, например, я торгую миллионом, да, на следующий день мне дают 500 000 еще, на следующий день еще 500 000. То есть я, в принципе, должен всю свою, ну, как бы стратегию по, ну, страхованию рисков, то есть, ну, все равно должен как бы потому что даже я цифры другие вижу, они намного больше. Вот, я вот щас, каким образом это все происходит у вас? Сейчас сначала Как- отвечу как я, вы- а потом Эдвард, да, ответит. Вот тут самое важное, есть одна маленькая фишка. Если вы как бы реагируете на большие цифры так остро, вы торговали вот 1000, комфортно торговали, согласны? Вот, например, у вас поменялся депозит. Есть такая вещь, что не надо смотреть на то, сколько у вас депозит. Вы смотрите на график, вы не смотрите на цифры. Вы думаете в голове, что вы торгуете той суммой, которой вы торговали, комфортно торговали. Если вы хотите постоянно смотреть, то постепенно просто себя, ну, не знаю, приобщать к тому, что, ну, как бы да. Я переведу на более понятный язык. Вот у нас есть правило такое небольшое. Каждый трейдер, допустим, после того, как совершил там свои сделки, да, либо ждет совершения своих сделок, он смотрит на то, что происходило на графике слева. Он записывает, где он заходил бы и где выходил бы. Для чего это делать? Для того, чтобы быть более уверенным в себе. А так как у него появляется уверенность, зная то, что вот здесь он был прав, здесь еще раз был прав, и тем самым как бы он спокойно уже может заходить большим количеством контрактов. Вот мне, допустим, без разницы, какое количество контрактов начинается там в сделке. Хоть 100, хоть 200, как бы. Ну, какая разница, с какими контрактами ты зашел, если ты все равно прав? Прям очень хочется посмотреть на это все хозяйство, честно. Я когда обучался, мне просто сказали, отключи цифры, оставь график, торгуй графиком. Не надо смотреть на цифры. Ты когда смотришь на цифры, у тебя концентрация к графику теряется, и ты не можешь понять, что происходит на рынке, ты начинаешь уже азартничать. Вот. А какими суммами самым максимальным были в вашем управлении при торговле? Я правильный вопрос Дима задал? Нет. Он именно конкретно хотел узнать, как перестроить свою психологию для того, чтобы управлять большими количествами денег. Вот вы какими суммами управляли? Но у меня было в управлении 100 миллионов долларов. Ну, вот. Это на Чикагской бирже. Миллион. Спасибо.
Вот. А в плане того, что как перестраивается психология, у нас каждый трейдер, допустим, начинает с небольшой суммы. То есть он приходит к нам, мы ему даем там небольшую сумму. Через месяц мы его подготавливаем. Через месяц ты будешь работать уже с большей суммой. Он говорит, все хорошо. И в течение этого месяца он работает со своей психологией в плане того, что как раз-таки выписывает правильные для себя сделки, где бы он заходил, где бы выходил. И к следующему месяцу он уже готов управлять там не 10, а 20 тысячами долларов. И так далее. В нашем офисе сидит 5, и в московском офисе на данный момент уже 4, которые прошли отборочные, прошли тестовую неделю и показали себя в хороших результатах. Да, вопрос. Ну, я вот хочу вопрос такой задать, поскольку я не трейдер, такими делами не занимался, максимум на обменниках, вот local, вот, то есть как бы не благодаря фирме, ну, до этого еще как бы пробовал, больше ничего. И видел, конечно, в интернете какие-то там, ну, посты, там, видео, все равно же перед глазами понимание, ну, не понимание, а общая картинка, что такое дело существует, оно есть. Вот, поскольку в последние года и время я, ну, основным видом деятельности у меня было это вот развитие системы рекомендаций в той или иной компании. Понятно, что в Финика я пришел не как трейдер, а как человек, который сеть развивает. Вот. И поскольку в этой индустрии уже не первый год, то есть какие-то шаблоны в этой сфере рекомендательной. Или, может быть, мифы, может, легенды, может, это правда, может, это неправда. И на данной встрече я больше, как говорится, утоляю жажду ответов на те вопросы, потому что с реальными трейдерами я никогда в жизни не встречался. То есть вы первые, и, насколько я понял, в соответствии с вашей информацией, вы, забыл, как специально открыл, вы являетесь сейчас композитменами, правильно? Вот вы. Мы не являемся композитменами. То есть те, которые суперпрофессионалы, я записал, ну и так далее. Композитмены — это те люди... Я не Сорос. Как вам объяснить? Вот есть 7 евреев, которые управляют всем миром. Правильно? Ну, правильно. Наверное, да. Вот они композитмены. Все, понял. Ну, в моем понимании в виде трейдеров вы для меня композитмены в рамках трейдерства. Опять-таки же, мы маленькая такая рыбешка среди вот этого всего объема. Ну, понял. Я не буду... Ну, мы хотим как бы стать вот рыбешкой побольше, а потом еще больше и акулой. Мой вопрос вот, знаете, поскольку мне приходится, ну, как бы рекомендовать, как говорится, продукты компании Финика, то есть шаблонные возражения. То есть вот когда вы так уверенно, четко показываете, что у вас задача 5% в день, ну, это, так скажем, мало кто поверит, и обычно, ну, есть вот могут говорить, ой, это хайповые, так скажем, проценты, такого не бывает. Это все, ну, как бы завлечение, увлечение, отъема денег у простых людей, которые, ну, хотят их отдать. Понимаете, да, что я хотел сказать? Я понимаю. То есть это я вопрос не для других, для себя. То есть вот 5% я... Логически-то я понимаю с ваших слов, что это реально. Тут мне ничего доказывать не надо. Я просто ощутить хочу, вот разговаривать с вами. Поэтому даже вопрос может быть немножко у меня такой сумбурный сейчас. Но мне нужно выговориться, иначе я уйду неудовлетворенный. Вот понимаете? Мы удовлетворим вас, не переживайте. Ну, я вот и удовлетворяюсь сейчас прямо в данную секунду. Вот. То есть 5% это нормальные, не хайповые проценты, чтобы если мне кто говорят, о, это там, то это у вас. Реально. Для нормального трейдера 5% это нормально. То есть вот у нас даже проходили обучение. Смотрите, я вам сейчас расскажу один пример. Вот у нас сейчас прошел кандидат, ему 20 лет. Вот. Он пришел к нам на собеседование, мы говорим, 5% в день сможешь? Он говорит, я и 10 смогу. Покажешь? Показал. Без проблем. И он показал. То есть за неделю он заработал там 30%, да? То есть по 5% в день. Даже больше. 6%. 5 торговых дней, то есть по 6% он сделал. И так каждый из наших трейдеров, который у нас проходил собеседование, он показывал этот результат. В этом нет ничего такого, это не что-то такое сверхъестественное. Это все зависит от психологии и мотивации трейдера. То есть, допустим, если он мотивирован на то, чтобы зарабатывать по 5% в день, для того, чтобы в конце месяца получить с этого там 30%, да, с этой прибыли, то он будет работать. А есть те, которые ленивые трейдеры, которые вот 8% в месяц, да, меня в принципе устраивает. Он зато напрягаться не будет. Да, он зато напрягаться не будет, он там зайдет там в какую-нибудь сделку, да, и все, и пошел там по своим делам. Спорт, не спорт, там еще что-то, там 5-10, и как бы все, его в этой торговле все устраивает. Вот, и он заходит там 10% от того, что он управляет. Ну, понял. Ну, вот тогда такой вопрос. Вот поскольку вы можете 5 и больше процентов в день делать, вот если взять
к примеру, представить образно, вот все количество трейдеров, которые, ну не просто толпа пришла попробовать, их, конечно, я не беру в расчет, а те, которые считают себя трейдерами и заходят в рынок, чтобы зарабатывать, вот, процент тех людей, которые могут делать 5% в день и больше от общего числа трейдеров. Ну как вы считаете, думаете? На самом деле их мало. Вот я и хочу узнать, Их как, мало? с вашей точки зрения, ну как бы сколько это можно выделить процентов? Я скажу то, что их действующих мало. То есть, да, вот есть трейдеры, которые, они, по сути, очень многие могут делать эти 5%, но просто кто-то не хочет. Для того, чтобы делать 5% в день, надо постоянно как бы следить за графиком и постоянно совершенствоваться. То есть надо постоянно обучаться. Рынок меняется. И, естественно, как бы каждый день, когда ты следишь за ним, для тебя он становится понятным, и то есть понятно, что происходит вообще на рынке. Ну, А сколько если, их- допустим, ты оторвался от рынка, да, и потом приходишь и пытаешься по 5% в день взять, ну, как трейдер, причем со знаниями старыми, с теми знаниями. Я то почему уже еще не получаешь спрашиваю, ничего. потому что есть вот такая легенда, миф, или это правда, ну, как бы там, вот некоторых спикеров вижу, ну, выступают, их спрашивают, ну, в какой-то том или иной инвестиционной компании или фонде, спрашивают, ну, а можно ли там, как это, увидеть трейдеров, чтобы посмотреть, как они работают, с ними познакомиться, и обычно говорят, ну, кто же вам трейдеров покажет? Типа, и они за 7 печатями, иначе к ним человек там с топором придет, и все такие трейдеры, их мало, каждому нужны. И, ну, их прячут специально. Я как Нет, бы... вот мы здесь. Я понимаю, что вы здесь, и поэтому я же ведь не к вам претензии, я к мифам претензии высказываю. Ну, что благодаря вам я их сейчас стираю как бы в голове, понимаете? То есть, в принципе, вы нормально ходите по улицам, там, в пятерочку, я не знаю, в Абсолютно. метро, или там на там, куда машину едете, выходите. Нет, на самом деле нас там кортеж ждет и охрана. Я Всё. даже на трамвае. То есть вы обычные люди, другими словами. Ну, конечно, конечно. 5%. Так же, как и любой человек. Вот, то есть, ну, не скажет там, То есть, Билл потому что Гейтс, я- если, допустим, вот- здесь прошел Билл Гейтс, и он не был там знаменит, да, его Да-да-да. лицо, он просто прошел по улице, пошел Ну, там то в есть очередь вот в вас же Макдональдс, снимают и всё. сейчас, ролики это потом будут показывать потенциальным Да, инвесторам. да, То есть да, вы фактически да, вот после, и раньше, наверное, ну сейчас с этим видео точно А, публичные люди. Нет, смотрите, вот именно интерес был в том, чтобы открыться, максимально открыться перед инвесторами, перед остальными людьми, перед трейдерами, которые там сомневаются, то, что да нет, не бывает таких трейдеров. Мы специально показываем то, что да, мы открыты для всего, то есть Ребят, ну поэтому я и задал, мне очень приятно вот такой слух-ответ получить, чтобы потом, ну как бы оперировать этим. Если мне подарят хотя бы кусок видео с этим интервью, я буду очень счастлив и рад. Это же можно будет у вас ну, потом видео взять, да? потом будет. Да. Я Всё. бы сказал бы то, что в России именно пытаются скрыть трейдеров, потому что в Америке трейдеры, они такие же абсолютно люди. Они ездят на метро. Даже Уоррен Баффет сказал интересную такую фразу, то что Уолл-стрит — это единственное место, куда люди приезжают на Роллс-Ройсах, чтобы спросить совета у тех людей, которые приехали на метро. Это Уолл-стрит, это именно самое такое место, где скопление всей торговли Ну, происходит. все уж, наверное, смотрели фильм «Волк с Уолл-стрит». Ну да. Ну, вот. Вот. Ну и все-таки такой вопрос, ну понятно, может сложно ответ дать, все-таки это 1, 3, 5% из трейдеров, то есть могут делать как вы, или меньше одного, допустим. На самом деле и 5, и 10, и 20% может быть То есть, таких трейдеров. Но таких просто, до 20. опять-таки же, дело в том, что насколько он мотивирован, насколько ему это интересно. Мгм. Кому-то интересно там 100 тысяч в месяц заработать, и он на это живет. Все. Мгм. Я понял, да, спасибо. Я хотела спросить, ну, часть я ответа услышала, как вы трейдеров находите. У них есть ли обучение? Они реальными деньгами сразу, или либо на демо-версии? Нет, они на демо-версии изначально начинают работать. После того, как они проходят у нас собеседование, мы даем им демо-счет. Я поняла. На демо-счет они какой-то результат показывают, а вот потом мы им начинаем там по чуть-чуть Да, денег потому давать. что, во-первых, это же большие деньги, деньги Ну да, Финика, естественно, нас, естественно. инвесторов. Естественно. Вот, поэтому Да, большая да. ответственность То на есть них. нет, каждый трейдер как бы он ответственно к этому относится, и естественно мы вначале даем демо-счет. Никто не будет давать там левому человеку, типа вот тебе счет с реальными деньгами, да, можешь с ними сделать, что хочешь. Потому что вот мы на улицу выходили, и я рассказывал историю, как раз таки, вот мне Альберт ее пересказал. У нас был один трейдер, который проходил тестовую неделю. То есть День. в один день мы ему дали демо-счет, на следующий день он пишет: я тут неаккуратно вошел в сделку, и у меня депозит как бы слетел. Есть еще демо-счет? Ну, на минуточку было 10 тысяч долларов там виртуальных, да? Один день. И просто за один день он такой: я неаккуратно вошел в сделку. Мы такие: все, Он уже спасибо, не до работает. свидания. Все, поняла. Потому Ну. что очень большой риск,
Ну, естественно, мы это все понимаем, как бы и компания это все прекрасно понимает, поэтому как бы мы не доверяем там. Дай Сразу бог- же, типа, дай бог вам «Эй, всем давайте, да». здоровья. Давай на 10 миллионов тебе счет загрузим и работаем. После того, как они как бы на Вот тут демо-счете еще вопрос. торгуют, мы также еще анализируем их сделки, то есть понимаем, правильно ли они вообще, ну, как бы все это делают. Добрый день, меня зовут Денис. Я слышал я слышал, что мне говорили, когда вот я в Финику заходил, что трейдер рискует также своим депозитом, как инвестор. Он как-то объединяется. всё верно. Да, объединяется. Да. И он Смотрите, сначала сливает свой депозит. а Смотрите, потом мы, уже мы оставляем от своего заработка 25% там. Но на самом деле мы оставляем 100. Вы замотивированы также работать в плюс, потому что теряете Да, свой конечно, сначала там депозит. работают наши деньги, и каждый трейдер, вот, который там получает, да, свою прибыль, он также оставляет там. Ну просто правило 25%, но никто не запрещает 100 оставлять, да? Мы решили так. Мы вот 100 оставляем, и нам вообще замечательно. А трейдеры просто по 25% оставляют, и то есть они Как рискуют. залог получается, да? Да, они, грубо говоря, и своими деньгами рискуют, как бы, и инвесторскими. Всё, Но спасибо. инвесторскими уже меньше. Вопрос. Меня зовут Булата. Вопрос. Какие у вас механизмы есть, чтобы подстраховаться от того, что трейдер может работать нестабильно? То есть он месяц, 2-3 работает, а потом У что-то нас, произошло. у нас нет таких трейдеров И по, ушло. по одной простой причине. Как раз таки отбор идет то, чтобы человек работал стабильно. Трейдер должен работать стабильно. Опять-таки же это относится к эмоциональной торговле. То есть мы набираем тех людей, похожих на нас. Вот мне, допустим, наплевать, да, там я могу с женой поругаться, дочка на меня обидится, там еще что-нибудь, да. Я думаю, ну ладно, что, прихожу на работу, все. Я только трейдер. я. Там муж, отец, сын, брат, сват, это я потом, после работы. И каждый трейдер наш, которого мы отбираем, именно так же настроен, то есть психологически. Вот. Спасибо. Если так получилось, что ну, все трейдеры сработали в ноль либо в минус, то есть как выплачиваются дивиденды инвесторам? Ну, во-первых, такого не бывает, но ладно, если бы такая бы, да, Допустим. в любом случае, как бы у нас 12 продуктов, ну, в компании Финика 12 продуктов примерно, да, еще добавляются. Инвесторам выплачиваются со всех этих продуктов. То есть если трейдеры сработали в ноль, то у нас там биток сработал, там, если биток там не сработал, то трейдеры заработали. И весь этот процент складывается, как бы, и потом уже распределяется. Цель, допустим, привлечения новых трейдеров какая? Для того, чтобы увеличить количество продуктов. Опять-таки же, при увеличении количества продуктов риски уменьшаются. Вы, наверное, все это слышали, как Кирилл рассказывал, да, про злополучную монету орла. 10 раз подкинешь, как бы в любом случае орел выпадет хоть один раз. Вот здесь то же самое. Потому что кто-то торгует евро-доллар, кто-то USD-том торгует, кто-то еще что-то торгует. И из-за того, что как бы увеличивается количество торговых инструментов, риски уменьшаются. Поэтому мы набираем еще трейдеров. На что вы опираетесь при выборе трейдеров? Вообще, на самом деле, все гораздо просто. Они приносят нам статистику, мы сразу говорим, нет, статистика нам не интересна. Мы с тобой сейчас пообщаемся, узнаем, каким теханализом ты владеешь, как ты торгуешь, а потом ты неделю нам показываешь свои торги. Он показывает неделю, дальше мы открываем его график демо-счета и начинаем разбирать, где он как входил и что как делал. Если у него правильные были торги, то тогда значит добро пожаловать. Вот поэтому перед этим мы спрашиваем, какая у него, как бы, какой метод торговли. Потому что методов торговли как бы много, но понимание именно этих методов у нас есть. И уже именно из аналитики того, что он совершил, мы понимаем, правильно ли он это делал, или он это просто как начинающий пальцем в небо. Вот. А где вы ищете трейдеров? На самом деле нам изначально как бы присылали кадровое агентство, ну здесь в Казани, да, честно сказать, ну ни о чем. Поэтому мы разместили резюме сами на HeadHunter, и вот они уже как бы начали откликаться, и откликаться уже более-менее нормальные, адекватные люди. Вот, они приходят к нам, мы проводим собеседование, либо по скайпу проводим собеседование, и уже потом дальше решаем их дальнейшую судьбу, работают они с нами или нет. Так, скажите, пожалуйста, какой на сегодняшний день анализ работает? Вот меня интересует больше всего. Вот приходит трейдер, вот он, например, там, специалист по ВСА. ВСА работает сейчас? По ВСА Бинарный очень анализ, да, он мало. работает.
Не, Я он по нему работаю. Работает, но, понимаете, По переделанному. то есть Вот, ну, второй, наверное, да, VSA 2.0. Да, VSA 2.0, но там уже 3.0 на самом-то деле, потому что VSA 2.0 там тоже было много воды, и я уменьшил это все до VSA 3.0. Всё. Сам. Но на самом деле, Мне да, вот я просто интересует, потому что- подстроил под себя, то есть эту методику. Да, побарный анализ, он очень интересный и очень необычный, да, но очень много лишних слов там. да, воды Мне очень это не много. нравится. И волновой анализ также. Личная квалификация у вас каким образом происходит? У каких-то гуру учитесь или сами? Да. Повышение квалификации на самом деле проходит очень просто. Берем график и смотрим то, что происходило слева. И на этом же учимся. Мы всегда учимся у того человека, который был в прошлом, чтобы не совершать его ошибок. Поэтому мы просто вот, я, допустим, если начинается какое-то там новое обучение, да, там, либо новый курс какие-то, я могу посмотреть приблизительно, что там. Но оно все равно показывает все то, что у меня уже есть. На Все самом деле, знания. да, это все, ну, все, что новое, это все хорошее. Хорошо старое. забытое старое. Да, хорошо забытое Вот. старое. Просто немножко модифицированное. Понятно. И второй вопрос по трейдерам, которых вы набираете. Какое-то ограничение есть по количеству или они будут постоянно идти и вы будете отбор проводить? Но вот я же говорил, если количество продуктов увеличивается, значит риски же уменьшаются. То есть 10, 100, Поэтому мы 1000? здесь не против на увеличение. Нет, личный план какой-то есть у вас набрать в штат 1000 трейдеров? Личный план у нас стать номер 10 на Уолл-стрит, топ-10 Уолл-стрит. Это наш личный план. Понятно. То есть вы лично, вот как бы Эдвард и Альберт, это два таких гуру, которые готовы учить, обучать и смотреть и проводить отбор. Да, Да. да. Понятно, спасибо. Все, вопросов больше нет? Отлично. Продолжим. Анализ сделок, да. Ну, то есть его обязательно надо совершить, чтобы как бы, даже если это убыточные или прибыльные, без разницы, как бы, надо анализировать свои сделки, как это все делать, да. То есть, сейчас, секундочку, я вот прочитаю то, что мы написали, потому что у меня в голове вообще другое, у меня все в терминологии. Если как бы вам будет интересно, я могу в терминологии все это рассказать, потому что все, что здесь написано, это более понятно для вас, на самом деле. Вот, то есть, разобравшись в своей сделке за день, вы можете понять, большую часть сделок, которые были убыточные, были совершены вам не торговый план. То есть не было такого именно понятия рынка, то есть вы входили, то есть неосознанно. Вы, то есть, ходили там в движение рынка или еще что-то. То есть был какой-то, так скажем, тильт. Вот. И то, что вы не вошли в потенциальную прибыльную сделку, которые были у вас в плане. То есть вы думали, то, что это потенциальная сделка, но вы подумали, а может это все-таки не потенциальная, потому что есть сомнения, да? То есть один раз получил убыточную, ты такой думаешь, а может следующая тоже будет убыточная, и тоже уже не входите. Вот. И вот именно поэтому в конце дня, желательно в конце дня, либо, вообще там, если вы прекратили торговлю, если у вас там очень много убыточных сделок, проанализировать те сделки, которые вы совершили, убыточные, неубыточные, и уже понять, правильно ли вы это все совершали, неправильно ли вы это все совершали вы это на эмоциональном фоне, или еще что-то. Вот. И из этого уже понимаете всю суть. То есть начинаете ставить галочки, где вы были правы, где вы были неправы. Вот. Опять-таки же учиться у себя в прошлом. Да. Это самое важное. Запомните и постарайтесь совершать незапланированные сделки. Незапланированные сделки — это именно заходить в движение рынка. Это незапланированная сделка. Если вы видите то, что бах, там пошла планка, да, то есть начинает рисоваться длинная свеча, там, вверх или вниз, и вы начинаете там, не успею, зайду. Не надо этого совершать, потому что как цена пошла вниз, она также и быстро может пойти наверх. Вот. Убытки, то есть нельзя, пересиживание убытков, это, наверное, самое, наверное, Нет, но это мы уже просто злосчастное, оговорили, да. пересиживание убытков. Да. Но это просто для того, чтобы вы должны проанализировать, что вы сделали здесь не так вообще. То есть, когда вы уже проанализировали в конце дня свои убыточные сделки, вы будете понимать, что если в будущем появится такая же картина, вы будете именно работать не так, как в прошлом совершили, да, убыточную сделку, а вы уже себя переформатируете на тот момент, что, вот, рисуется то же самое, теперь я ну-ка посмотрю, как я там все, вот, все, и захожу. И уже совершаете прибыльную сделку, потому что 2 раза на одни и те же грабли наступать же не хочется, лоб болеть будет. Вот.
и поэтому уже как бы совершайте более прибыльную сделку. И анализ сделок, он всегда должен происходить каждый день, после каждого торгового дня он должен совершаться. Именно анализ всех сделок. Неважно, убыточная или прибыльная. Эмоциональный настрой, он должен быть всегда... я так понимаю, вопрос был. Вы отложенные ордера используете? Есть. Да. Скажу что-то. Коротко. Я вот использую, потому что я знаю то, что, допустим, дойдет до этой цены. Ну да. Я выставляю заявку заранее, да? Выставляю заявку на сделку и сижу, жду. Я могу сразу take profit выставить. Вот, допустим, когда вот мы летали, именно таким образом у меня и происходили все сделки. Я когда летел в Москву, я в аэропорту открыл ноутбук. Интересно было. Проанализировал примерно, куда пойдет рынок, поставил заявку, выключил компьютер и все, и как бы пошел на посадку. Когда я сел, я сразу же открыл ноутбук и увидел то, что у меня сделка совершилась. Я, то есть, выставил сразу лимитку, сразу выставил take profit и стоп. Все. Еще такой вопрос. Вы используете, используете ли вы вертикальные объемы? Вообще, то есть у вас Кластерные. вообще, У нас на самом деле очень-очень много анализов, которые Мне бы используются очень вот людьми. прям- Кластерные, у нас есть трейдер, который именно по кластерам только работает. Есть трейдер, который по объемам работает. Там, да, допустим, кто-то по стакану может вообще работать чисто. Ну, читать ленту. У нас вот именно разные люди, поэтому вот как бы говорится то, что почему вот мы набираем еще трейдеров, потому что разные используют вот анализы и на этом зарабатывают. Просто очень хотелось посмотреть ваш именно монитор. Вот прям. Если вы хотите посмотреть, как вообще происходит именно вертикальный или горизонтальный, да, объем, можно посмотреть. Есть такая программа SB Pro. Очень хорошая. Там вы можете... Нет, он сказал, что конкретно наш. Наш конкретно. Мне просто вот, да, хочется посмотреть, то есть, проанализировать, посмотреть. То есть, вот там EMA-шки тоже, да, вот, вот EMA-шки, например, те паттерны, которые ты используешь, да, то есть, именно шаблоны какие-то есть же, да, то есть то, что ты конечно, вот мне вот это интересно тоже, да, там у меня там тоже. Самый распространенный вид как бы анализа — это price action, да, наверное, все слышали о нем. Так, это то, чем как бы я торгую, да? У меня абсолютно практически пустой график. По одной простой причине мне все остальное уже не нужно, у меня уже есть заготовка, по которым я работаю. Но также иногда вот тут. Ну, это для большого монитора просто. Да, это для большого монитора. Этот поменьше. То есть у меня вот 4 окна открыто. Здесь 4 таймфрейма. 4 таймфрейма. Дневной, часовой и 15-минутка. По которым я определяю, где я буду заходить, где я буду выходить. Это нефть, что ли, или что это? Да, это Да, в Тай. Канадская нефть. Канадская. Дальше посмотрим поменьше. Ну вот, здесь, допустим, у меня отмечены какие-то диапазоны, какие-то уровни там отмечены, да. Если сжать график, там видно зоны какие-то определенные. И Машку вот я использую, 233-ю экспоненциальную. Дальше, так, что еще использую? И Шимоку. Но это тоже как вспомогательное такое дополнение. Но вот на этом компьютере как бы не установлен SB Pro. Там можно было показать Да. вам именно вертикальный объем. Как это? Именно сгустки и кластеры, когда можно посмотреть именно в сам бар, сколько было выброшено Я понимаю. контрактов. Ну вот это... Качали эту программу, тоже Ну использовали. и SB Pro? индикаторы как бы Да, да. разные. Новую. Ну нет уж. Не, самая последняя просто вышла, она еще лучше, на самом деле. Вот, но это как-то так все выглядит. По тому, как, допустим, анализ происходит. Вот, я для себя каждый день делаю вот такой вот. Также у нас каждый день проходит, то есть как бы утренние, так скажем, брифинги, где мы друг с другом как бы анализируем именно движение цены того или иного инструмента. Неважно, это мой инструмент. Мозговой штурм. Да. Да, мы каждый день, определенно. то есть для каждого трейдера устраиваем этот мозговой штурм, чтобы каждый инструмент разобрать и как бы работать в нем. Потому что если мнение всех как бы сходится с твоим, то это же как бы говорит о чем-то. Одна хорошо, а 10. Много лучше. Да. Вот. Ну вот, в принципе, так все и проходит, так все и выглядит. Итак, Вернем обратно. Следующая тема, да, так, эмоциональный настрой. В первую очередь нельзя торговать, если вы в нервном состоянии. Нервное состояние, вы сами понимаете, это какое, да? Когда вас что-то бесит. Иногда бывает такое, то, что с утра просыпаетесь, и прям вот даже кот, который рядом просто ходит, об тебя обтирается, он тебя бесит, там, или не знаю.
знаю, ложка бесит, она там грязная, еще что-то. Вот никогда не стоит это торговать в такие моменты. Лучше, ну не знаю, попробовать совершить там с собой медитацию или еще что-то там, но чтобы было настроение хорошее. Но это спокойно. советы для начинающих трейдеров, скажем так. А я уже Но он не эмоционально напрягается, стабилен походу. стал вот в этом плане, мне вообще по барабану. А если они меня в офисе начинают бесить, я просто музыку включаю в наушниках. и Поверьте, всё. я жизнерадостный человек. Потому что надо радоваться жизни. Поэтому он меня иногда и бесит. Мне не важно, наступили мне на ногу. У меня же все. Руки, ноги есть, мозг работает. Нет, всё так на самом деле есть методы, которые мы используем для того, чтобы как бы эмоционально стабилизироваться. Это потом там в Я слайде так покажу. понимаю, вы флегматиков больше, да, на работу берете? хорошо. Это же как психология такая, да, углубленная, я так понимаю. Нет. Если несколько как бы сделок было совершено именно убыточных, лучше как бы прекратить свой торговый день, потому что это уже начнет перерастать в более такую раздражительность и перерастать именно в игровое, там уже как В азарт. да, контртеррорист вин, а нет, не вин. Там. Вот. И Не, на самом деле у меня было пару случаев поначалу, да, я пару мониторов разбил вот, с психу. Ну, я когда фотки только видел. начинал. Я фотки видел, это жуть. Поверите. Вот. И самое важное, да, это самое главное, вот то, что я как бы вообще хочу подчеркнуть во всем, ну, у всех трейдеров, есть такая вещь, то, что они начинают там, вот, там какой-то был супер-пупер трейдер, и он там сделал анализ, скинул его, вот то, что там Ну, грубо сегодня говоря, нефть сигналы. упадет. Сигнал. Никогда не следуйте сигналу. Следуйте своей аналитике. Сигнал, он, ну, вот мне на дню, вот в прошлом месяце звонили, наверное, раз 10. Мы продаем сигнал. Я говорю, окей. Я говорю, куда сейчас золото пойдет? Ну вы же не наш партнер. Мы не можем вам продать сигнал. Я говорю, я действующий трейдер. Вы сейчас пытаетесь продать мне сигнал. Я говорю, вы сами этими сигналами как бы, ну, вообще пользуетесь? Да, мы пользуемся. А какой процент прибыли? То есть они даже процент не могут сказать. Понимаете? Никогда не слушайте сигналы. Потому что, да, вы там заплатите за сигнал, грубо говоря, какому-то человеку, Васе Пупкину, который находится где-нибудь, не знаю, на Сахалине, сидит с домашнего телефона, набирает вам. Вот. Вы зайдете в сделку и проиграете. Не надо слушать чужого мнения. У тебя есть свой анализ, и ты должен работать с ним. Если чье-то мнение совпадает, то, ну, если это профессиональный трейдер, то, значит, да, в принципе, неплохо. Это примерно то же самое, то, что у нас совещание проходит, каждый высказывает свое мнение какое-то, но торгует он именно то, что сам видит. Но чаще всего у нас совпадают мнения почему-то. Аналитика как бы проходит в таком режиме, когда, то есть каждый доказывает, почему цена должна пойти туда. То есть не так просто, там, сегодня РТС пойдет, и он, то есть, да, ну, Аргументированно, объективно, да, короче. ну, предоставь аргумент, почему. И он, когда уже предоставляет, уже, если твое мнение сходится, то это уже кайф. Альберт, у нас вопрос? Да, вопрос такой, ну, риторический. Вот, бытует мнение, что в следующем году кризис хороший грозит нам. Есть такое, нет, предположение? А какой именно? Ну, экономический, мировой, очередной или безостановочный? Нет, но Кризис бывает разный, да? мнения бывают разные. Опять-таки же, вот по примеру того, что было 30 августа по процентной ставке, да, там говорили то, что ее повысят, на этой новости все цены там должны были взлететь до небес. Тоже было мнение. Месяц этому солили, либо 2 месяца об этом обсуждали. Наступил этот день, ничего не произошло. Хорошо, еще один момент, вот сейчас в голове вспомнил. Январь, февраль, начало года. По торговле, как у вас из истории? Нам без разницы, как торговать. Я же вот объяснял то, что нам без разницы, какая цена будет на эту бумагу. Нет, я не про цену, а про А что? активность январь, февраль. То есть вот сентябрь, октябрь, ноябрь это вот... Поверьте мне, Но ралли, январь, февраль, январь, февраль это то же самое. все торгуют, потому По- что на улице холодно. Нет, не только поэтому. Все потратились перед праздниками и во время праздников. И все трейдеры просадили столько денег, то что надо, блин, срочно идти на рынок и забирать эти деньги обратно. То есть наоборот активный месяц. Конечно, конечно. Декабрь, конец декабря, вот он будет немножко вялый, потому что там Америка не торгует, потом там Россия не торгует. Фиксации разные. Ну, кто-то фиксирует прибыль, кто-то как бы приносит, кто-то еще что-то делает. Но нас это особо не касается, в принципе. Понятно. Спасибо. Вот. Мы будем торговать так, как торгуется, то есть как рынок только открывается, мы начинаем работу свою. Спасибо. Вот.
Поверьте мне, ликвидность меняется на Форексе каждый день. В январе... Так и что? Так Мы, это же мы просто хорошо. переделаем свой анализ, присоединимся к ним и будем вместе с ними идти. Здесь разницы нету. И как бы рынок фрактален, и ну, надо Это опять-таки же относится торговать. к тому, что не надо влюбляться в свою позицию. Если ты видишь, что против тебя идет, порезал свой стоп и присоединяйся к движению рынка. А не сиди и, блин, не тильтуй то, что нет, я по-любому выиграю. У меня денег хватит на то, чтобы этот тренд проломить и пойти вместе с ним вниз. Нет, зачем? Перестройся, зайди вместе с ними, адаптируйся. Здесь как бы без разницы. Да, там январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, я могу как перечитать. Без разницы какой месяц, без разницы какой день. Да, единственные моменты как бы есть, это как бы выходные, то есть это вот новогодние выходные, там короткие на Форексе. И вот там не торгуются именно вот несколько там буквально дней. А у вас еще лично какие-то каникулы бывают, будут? Каникулы? Да. Новый год. Один день. Ну нет, Ну, не один день, всех а по-разному. когда не будет работать биржа, вот у нас тоже будут каникулы как бы. Всё. Московская биржа не работает, там, по-моему, около недели. 2 недели, Две по-моему, недели. что ли, да. Американская, по-моему, там тоже она короткая. Россия любит потусить, так Вот. сказать. Вот, а Форекс американская, она тоже там там. с 25 декабря, получается, с 24 декабря и по 2 января. То есть со 2 января они уже начинают работать. Форексом, по-моему, Ну, так же, как и я. Вот такой вопрос. Вы сказали, это, что ваша задача войти в топ-10 трейдеров уровня Уолл-стрит. Да. То есть это, ну, действительно какие-то рейтинги есть? Я уж такой... Да, есть. Есть рейтинги у Потому что- брокеров, у трейдеров. То есть- То есть мы хотим развиться до такой степени, чтобы открыть свой брокерский дом. Еще есть, нет? Вопрос? Пока нет. Переходим дальше. Как раз таки нас спрашивали, как справиться со стрессом. Вот 3 простых правила. Нет настроения, послушай музыку. Кому-то музыку успокаивает. Нет настроения, иди займись спортом. Это тоже хорошо помогает. Нет настроения, просто посиди, поржи. Посмотри мемы. Мы один раз попробовали с Эдвардом, мы просто включили аудиокнигу. Да. И все. Просто сидели, как бы и слушали книгу. Просто слушали книгу. Поверьте, настроение поднялось. Каждый успокаивается и развлекается как может. То есть если кого-то там просто музыку успокоить может, то, пожалуйста, слушайте музыку. Если кого-то алкоголь может успокоить, да, ну хряпни это 50 там. Все, Ну, нежелательно. Не, мы это не используем, как бы, но просто говорю. Как бы все зависит от психологии человека и как он вот может себя расслабить, как он может себя успокоить. У кого-то мантра, у кого-то медитация, там, я не знаю. У всех разное это может быть. И каждый делает это по-своему. Способы входа и выхода из сделки. Смотрим направление рынка на старших таймфреймах. Но это то, что объясняли в начале, то, что берем там часовик, определяем уровни, а потом уже заходим по 15 минутке. Отслеживаем мы всегда нашу сделку не по таймфрейму, к которому зашли, не по меньшему таймфрейму, а на старшем таймфрейме, на котором был анализ. У нас 15 минутка — это просто для того, чтобы посмотреть точечный вход. Дальше. Отслеживание рынков и новостей, которые влияют на весь рынок. США, Китай, нефть, золото. Это все влияет на какие-то котировки определенные, там, да, на валютные пары, там, на нефть, на ту же самую, на фьючерсы, РТС там, Абсолютно. и на все остальное. То есть это какое-то влияние это происходит в этот момент. То есть фундаментальный анализ. Кто-то его использует для торговли. Ну, не очень хорошо обычно. Ну и следим, естественно, как бы за нашими бумагами, в которых мы работаем, в которые мы зашли. И каждый день как бы проводим, что мы сделали вчера. И какая статистика у нас правильных сделок, какая статистика неправильного анализа. Вот. Ну, какие бывают уровни? Мы определили для себя 3 уровня. То есть фрактальные, это самые максимальные, диапазоны, это минимум, максимумы среди часа там и, допустим, на меньших таймфреймах, да, и стопы. Уровни стопов — это чаще всего вот как раз-таки круглые числа, и там стоят новички. И в любом случае на эти круглые числа композит-мен приходит, сносит эти стопы, и потом уже идет как бы в сделку в ту, которую надо было. Вы можете даже как-то это просто просмотреть, ну, чисто для практики. Что круглые числа, ну, круглые вот уровни, они реально работают. Что как бы и сложно пробиваются, и сложно проходят. Что-то там именно сгущается. Ну вот, в принципе, объяснение фрактальных уровней. Дальше.
А дальше все.